Сейчас у меня в руках находится уникальный документ, который существует всего лишь в единственном экземпляре. Он решил судьбу всего нашего народа. У меня в руках находится указ Президиума Верховного Совета СССР о принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. Вхождение Тувы в состав Советского Союза явилось итогом многовекового процесса сближения русского и тувинского народов, которое началось еще в 17 веке, когда успешно развивалась приграничная торговля. Далее, в 19 веке началось активное переселение в Туву русскоязычных граждан. История ТНР 21-44 годов также тесно связана с СССР. Это политическое и экономическое взаимодействие, культурное сотрудничество. Поэтому вхождение Тувинской Народной Республики в состав СССР было давно предначертано и неизбежно. В апреле 1941 года, накануне Великой Отечественной войны, были готовы документы, но практическое воплощение этого замысла было отложено на несколько лет. И только в августе 1944 года была принята декларация на Малом Хурале Республики Тыва, где была принята эта декларация, историческая декларация вхождения Тувы в состав СССР. Главным инициатором присоединения, согласно архивным записям, являлся Салчак Тока, который признавался, что это его заветная мечта. Председатель Центрального комитета Тувинской народной революционной партии понимал, какие возможности это откроет для народа. Так все и вышло. К началу 60-х годов число промышленных предприятий увеличилось в 16 раз, валовая промышленность в 14. Созданы научные, высшие и средние специальные учебные заведения. В 60-е и 70-е годы вошли в строй крупные объекты строительные. Это и телецентр, и 400 тысяч квадратных метров жилья было построено в эти годы, только 60-е и 70-е годы 20 века. Это большое количество дорог с асфальтовым покрытием. Да. Это, наконец, были открыты многие учреждения культуры. Свои двери открыл Национально-драматический театр. Национальный архив Республики Тыва тоже был построен в 1977 году, вот в то здание, в котором мы сегодня с вами находимся. Благодаря повышению уровня и качества жизни к 1984 году численность городского населения увеличилась в 18 раз. В 1963 году первые тонны асбеста выдал Агдавуракский комбинат. 11 октября 1944 года действительно важная дата для всей нашей республики. Плодами такого присоединения тогда еще Тувинской Народной Республики стали преобразования уже современной Республики Тыва как отдельного субъекта России. Орлана Байдубу, Яно Юндур, Жуссат, телеканал Тува-24.